Когда началась война, Мустафин Галимьян Абдулович был председателем колхоза и имел бронь. Но ушел на фронт добровольно. Служил в легендарной 112-й кавдивизии. Во время Курской битвы рядом с деревней Озерки попал под авианалет, после чего в состоянии контузии был пленен. Жена дважды получала на него похоронку, но судьба распорядилась иначе. Все это время Галимьян Мустафин находился в плену. Когда, наконец, ему удалось вернуться на родину, родные дети не сразу узнали отца. Он был болезненно измотан, кожа рук напоминала сырое мясо. Уже спустя годы Галимьян рассказал, что они работали на болотах, ухаживали за овощами. Эти плантации обильно обрабатывались пестицидами и химическими веществами, из-за чего лица и особенно руки узников были выжжены. Немцы их называли болотными солдатами. Многие побывавшие в плену участники войны до конца жизни не считались ветеранами, лишь иногда рассказывая свои трагические истории близким и родным. Бессмертный полк вернул имя Галимьяна Мустафина. Он, как и все участники войны, смог пройти в колонне победного шествия.